Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la Neyse. Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Многие нас называют ваххабистами. С Божьей милостью мы не ваххабисты. Мы люди, признающие единого Бога и Его посланников и пророков. Мы и во время войны вели джихад и ведем его сейчас для установления законов Бога. Поэтому живите по законам Бога, и все будет хорошо. Те, кто грешат, должны раскаяться в этом, оставить запрещенное Богом и стать на путь спасения своей души. Всевышний говорит, что того, кого Он наставил на истинный путь, никто не сможет сбить с этого пути. Поэтому мы должны знать, что если первым делом Всевышний не откроет сердце кому-нибудь, то сколько бы мы ни проповедовали и ни старались, мы не сможем помочь этому человеку. Всевышний также говорит в Коране: «Держитесь за эту последнюю книгу, и вы будете спасенными от огня. Не делитесь, говорит нам Бог, будьте вместе». Последний пророк Мухаммед говорит в своем хадисе: «Верующий, который отделился от джамаата, оказывается в руках дьявола так же, как овца, которая отделилась от стада и будет схвачена волком». И в аятах Корана, и в хадисах пророка говорится о том, что верующие должны быть в джамаате и соблюдать все предписания Корана. Нельзя говорить, что это часть того, что я буду делать, а эту часть я не буду делать, потому что это было правильным в то время, а сейчас это устарело. Если в шариате положено за воровство отрубать руку, то надо отрубать ее. Если за прелюбодеяние нужно бить палками, то нужно бить палками. Нельзя говорить, что наши законы лучше, и мы будем судить по нашим законам. Это все равно, что считать, что мы знаем лучше Господа. Тот человек, который будет придерживаться Корана, тому Бог сам будет помогать. У каждого государства своя конституция. Нашей конституцией должен быть Коран. В каждом районе должно быть побольше джамаатов, потому что когда человек попадает в джамаат и узнает, насколько его поведение не соответствует религиозным нормам, то он начинает раскаиваться, становиться на истинный путь. Во времена последнего пророка Мухаммеда его соподвижники объясняли ислам своим близким и родным, потому что в то время тоже были разногласия между тайпами и даже в семьях, ввиду того, что многие не хотели из-за языческих традиций принимать единобожие. В хадисе пророка сказано, что лучшие слова – это слова Бога, что лучшая дорога и самая чистая дорога – это та дорога, на которую нам указывает Бог, то есть та дорога, которая указана в последнем завете Бога в Коране. Все, что не имеет подтверждения в Коране и сунне пророка, является нововведением. И всякое нововведение ведет к заблуждению, а всякое заблуждение ведет в ад. Многие в джамаате спрашивают меня: мы много говорим о джихаде, но не ведем его. Когда же мы начнем вести военный джихад? Если Бог даст, то мы будем делать джихад. Но сейчас нужно проповедовать, чтобы люди знали, убедить их проповедями, чтобы они стали на истинный путь. Если нас сегодня 1000 человек, то через год-два, если мы будем правильно проповедовать и объяснять ислам, нас будет в несколько раз больше.
فأولئكم الكافرون المتقون فأولئكم الظالمون المتقون فأولئكم الفاسقون. Первым делом джихад нужно вести словом. Если мы не будем проповедовать, то люди будут прислушиваться к информации, которая идет из Москвы, которые говорят о том, что мы фундаменталисты, воинствующие мусульмане, представляющие угрозу для всех людей. Но ведь мы же знаем, что это не так. Распространяется информация, что вместо положенных 5 молитв мы делаем 3 молитвы в день, что отцу разрешена 4-я дочь, и многие этому верят, всему, что на нас говорят, для того, чтобы посеять раздор между нами. Джихад будет продолжаться до судного дня, поэтому никто не опоздает на джихад. В Коране написано, что джихад нужно вести словом, имуществом и жизнью. Но первым написано словом и имуществом. И это является главной подготовкой для того, чтобы в случае надобности каждый из нас мог бы отдать свою жизнь на пути Аллаха. В начале войны меня в составе миротворческих сил отправили сюда, как говорится, в Чечне творить мир миротворцам. В Чечню я попал где-то в январе. В общем, через короткое время, в феврале, я попал в плен. Был в одной группе боевиков, находился, они меня с собой таскали по позициям, туда-сюда. В группе был один муджахид, его Занди звали. В общем, этот муджахид, он был богобоязненный человек такой. И он мне как-то задал вопрос, говорит, как ты там, веришь в Бога, не веришь? Я, значит, ему говорю, в Бога-то я, конечно, верю. Но я в то время верил, естественно, что последний пророк – это Иса. В общем, он мне ислам объяснял. И само слово ислам с арабского переводится как покорность, подчинение и так далее. В общем, вот это Божье подчинение, покорность Богу, вот он мне объяснил. То есть ислам этот объяснил мне. Я понял, что все пророки, и Муса, в Библии называют его Моисей, и Иса, в Библии Иисус называет его, Иисус Христос, говорят еще. Я понял, все они, и в том числе после Иисуса, который был пророк Мухаммад, что все эти пророки происходили от одного Бога. На разных языках этого Бога называют по-разному, конечно. На русском Бог, например, на ченском Дели, на английском Год. Но общее название, одно правильное название, у него Аллах. Аллах, он сам себя называет в Коране. Последний завет, это и есть Коран. В общем, я понял, что все пророки произошли, как говорится, от одного Аллаха. Все эти истины я понял не сразу. В этот день, как мне этот Занди объяснил, через несколько часов начался артобстрел позиции, я был ранен. Я попал в больницу введено, там меня лечили. И уже в больнице, когда у меня был интерес, у меня проявился такой интерес к религии. Аллах, что это целый образ жизни, который Аллах предписал для рода человеческого. Во время войны появилась у меня тогда возможность поехать домой. Но я решил остаться в джамате, чтобы поподробнее узнать ислам. Решил узнать для того, чтобы своим близким объяснить, отцу, матери, чтобы объяснить, я ведь не хочу, чтобы они, как большинство других людей, попали в огонь. То есть проживут каких-то 60-70 лет, а потом раз и вечное наказание получат.
Сейчас я живу в Урус-Мартане, здесь в джамате, со своим братьям по вере. Вообще в чеченском джамате, здесь в Чечне, много разных наций, братьев мусульман. Есть дагестанцы, есть украинцы, русские тоже есть. Сам я собираюсь здесь жениться, обзавестись семьей и буду, иншаллах, жить по закону Аллаха, как повелевает нам Аллах, постараюсь жить так. Такбир!